Бисямасис, хайрлаким. Добрый Да. день. Здравствуйте, добрый день. Мы в Казани, в ресторане «Татарская усадьба», где работает замечательная Татар повар. халық ашлары ресторанында, Вот так. татар халық утары, татарская усадьба. Ага. И работает замечательный повар Лилия Байкеева, которую все здесь называют просто Лилия Апа, что значит тетя Лилия. Да, Лилия апа. Да. Лилия Апа покажет нам, как делается удивительный и очень трудоемкий татарский десерт, который называется талкыш Калябе. Что это такое? Здесь вот у нас мед, сахар, Ага. вода. И все. Да, это вот варится до петушкообразного цвета, до образования петушок. Вот, А варится. сколько нужно меду, сахара и воды? Мед нужен сюда 125 грамм, 450 грамм сахара и 180 грамм воды. И все это варим. А мед можно брать любой? Что такое? Ну, знаете, желательно, конечно, испытанный мед. Не Ага. такой вот прибавленный, потому что на кремовичи мы сахар сами еще добавляем. Порция-то у него Да, да, идет там норма. А если там сахар добавленный, он получится коричневый, некрасивый будет он. Ну а мед, я имею в виду там гречишный или липовый, любой? Гречишный, черный будет, не Ага. надо. Только Липовый светлый, хорошо, ага. цветочный хорошо, вот такие. Посуду надо, конечно, поглубже, побольше взять, иначе она больше своего объема подниматься начинает. Сахар там еще хрустит. Что это за блюдо, талкыш калябе? Это праздничное блюдо или обычное? Это свадебные Свадебное. блюда. Ага. Свадебные, свадьба, чтобы у снохи, у невесты язык был сладкий, как мед, говорят. То есть это невесте дают? Да, невеста дают. И жениху, и невесте дают, чтобы они были такими вот вкусными. Ага. Язык у нас такой, у них вот сладкий был, ласковый был, чтобы матур сузляр всегда говорили. Вот красивые слова, А. всегда, чтобы друг к другу красивыми словами обращались. Свекрови, например, мама говорили, папа. И все это волшебная сила Да. талкыш калябе. Магическое блюдо, оказывается. А вот это альбе называется. Это Здесь что такое? топленое масло, растопленное топленое масло, и к Ага. нему добавляется мука. Мука добавляется 1 к 2. И его вот до такого цвета жарят на плите. Это тоже составная часть. Да, без него она не будет волокнистая. Мы ее будем на ней крутить. Он должен быть вот такой температурой, как талкыш калябе и как альбе сама масса. И вот мы ее добавляем холодный альбе, не успевает она остывать, а то у нас. Он как вот сварится, мы его определяем на зуб вот обычно. Чак-чак мы определяем, капаем вот сюда, Ага. или вот рукой берем и определяем. Если ниточка появляется, то уже мед готов. А здесь не так. Здесь надо его прям вот, когда она тянется, у него и цвет другой меняется, а потом вот его на зуб пробуешь, и между зубами ниточка должна, карамелька, и она должна разламываться. А не как вот тянуться там туда-сюда, разгибаться не должно. Вот определяется готовность таким образом. Она когда вот готова бывает, она сама рвется уже. Все. А потом уже, значит, начинаешь накладывать формочку. У него специальная формочка есть, уже форму подавать. Ага. Вот они почему такими были пирамидками, я их увидел. Да. А такая, это прям только специально для... Да, Да? специально для талкыш калябе. Это такой на рынке продается? Или где? Нет, его заказывать надо. Да ладно? И ему даже в магазинах нет? Нет, нет. А как он называется, эта штучка? Формочка для талкыш калябе, для формования талкыш калябе. Как я сразу не догадался. Когда варенье варишь, тоже ведь убираешь вот пенку-то. Ага. Вот я его убираю. Тут малейшая вот какая-то вот ошибка или что-то, он может не получиться. Он очень такой капризное блюдо. Редко его можно научиться. Каждый бы мог его делать, если так легко и просто было. Это вот сковородка, смазанная маслом растительным. Вот эту массу перекладываем туда потом. Ага. И ждем, пока она там будет остывать. Сначала выкладываешь массу, потом ее поддеваешь лопаткой, в руки берешь, перчатки одеваешь, она вытекает, быстро-быстро собирать надо его. Собираешь, она белеть начинает, белеть, как вот эта лампочка белеть начинает, белый становится. Потом концы с концами цокать начинают они. Вот так вот. Шоп, шоп. Это уже готовность, когда цокает. Это вот альбе, она получается, попробуйте, это вот вкус жареного ореха должен быть во рту чувствоваться, а не мука. Как будто вот семечки жареные. Да, так и есть. Я определяю готовность. О, карамелька. Видел? Масса готова. Ага.
теперь вот мы ее даем остыть. Остывать на подоконнике, она быстрее остывает. Вот этой 4 ложки кладу я горячую, а это уже где-то 5 холодную, чтобы она, температура такая вот нормальная, чтобы была. Вы не татарин? Предки-то были татарами-то, да? Похоже, вы на татарин. Что-то. Вот, видишь? А зачем так надо делать? Ну, чтобы он остывал, я ее в чтобы руки быстрее, не да? смогу взять. Как по-татарски называется то, что вы сейчас делаете? Тартан. Тяну я его. Ага. Видите? Очень Белеет он. красиво. А здесь попробуй. А я не испорчу? Да нет. Тяни, соединяй. Тяни, соединяй. На руку не собирай. Ага. Нет, я... Застынет час. Быстрее, быстрее делайте. Нет, у меня хуже получается. Испортить могу. Вот она уже цокает. Ага. Цокает? Да. А, когда друг от друга. Ага, Да. слышу. Класс. Нет, собери в кучу. Альбас салком был, да? Блюдо капризное, говорю же. Все капризы учесть надо. Пока научиться, целая 3-литровая банка уйдет. Меда. А, она превращается в нити, да, из-за этого? Да. Ага. Видите, вот за счет амбайта. Ага, я понял. Как бы нити уже есть, а эта штука их фиксирует просто. Да. Пушистность, пышность дает она. Угу. Тянем, пока не порвется. Вот где толсто, там ее надо, как в других местах, утончать. Но она уже готова, я уже делаю из-за того, что контрольно, чтобы больше вышло. Исключительно. Очень даже хорошо вышло. Вот перед вашими глазами чудо произошло. Видите? Как золотовласка. Да. Ай, ребята, как вам досталось, а? Вы, оказывается, хорошие люди, у вас глаз не черный. У кого черный глаз, он вообще не получается. Вот, вот такой ешьте, попробуйте, он такой вкуснее, чем формованный. Во рту тает. Так и должно быть. Если во рту не тает, это значит, уже блюдо не готово. Вот сейчас формованный попробуйте, он совсем другой. Я тебе покажу, как формовать надо. Сформовать. Ладно? Вот бери, вот Так. столечко только. Вот сначала кончик там надо, чтобы вот этот конец образовался. Ага. Вот он. А сюда в серединку уже можно даже и много не надо. Вот. Вот он 10 грамм. Я уже его не взвешиваю и знаю. Пальчиком туда. Сильно-сильно. Сильно. А вот это уже вот, А, вот это это вас остальное не хватить сильно, должно. да. Вот больше не надо уже, только это. И вот на эту сейчас сразу опрокидывай и сильно нажимай вот так, вот так. Сильно-сильно крути, крути. Все, вот сюда сейчас вытаскивай. Вот. Ну, кривоватенький, но получился, да. Вот такая удивительная, волшебная штука. Калкыш-Калеве. И ресторан «Татарская усадьба». Город Казань. И волшебная Лилиапа, которая делает удивительные вещи. Пока. Делается долго, съедается за 5 минут. Пять минут,